Учреждения в сфере здравоохранения с годами совершенствуются, строятся новые здания. В прошлом году по Кыргызстану введено в эксплуатацию около 100 медицинских объектов. Среди них есть фельдшерско-акушерские пункты, инфекционный корпус, корпуса групп семейной медицины. Сведения о построенных зданиях. В Чуйской области введены в эксплуатацию 13 фельдшерско-акушерских пунктов и 3 лаборатории. В Таласской области начали работу 1 центр семейной медицины, 4 корпуса группы семейных врачей и 3 новых фельдшерско-акушерских пункта. В Исыкульской области завершено строительство 11 ФАПов и нового корпуса группы семейных врачей в селе Корумду. В Джалабадской области в прошлом году построено 1 корпус семейных врачей, 6 ФАПов и 1 пункт скорой медицинской помощи. В Баткенской области построены 4 ФАПа, 1 корпус группы семейных врачей, 2 вирусологические лаборатории. В Нарыне построено 9 фельдшерско-акушерских пунктов, сданы в эксплуатацию 3 здания группы семейных врачей. В этом году работа в сфере здравоохранения будет усилена. В столице сдана в эксплуатацию новая противотуберкулезная больница. Больница рассчитана на 128 койко-мест, обеспечена всем необходимым. Ожидается, что в ближайшие месяцы будет введен в эксплуатацию и перинатальный центр. В настоящее время строительство этого здания завершено на 97%. В перинатальном центре будет 13 родильных залов, а также в скором времени в Бишкеке будет сдано в эксплуатацию здание группы семейных врачей. Площадь строящейся больницы составляет 1500 квадратных метров. Ее возведение финансируется мэрией столицы из местного бюджета. Здание будет сдано в эксплуатацию в июне месяце. Мэрия Бишкека выделила 24 миллиона сомов. На эти деньги будет закуплена мебель и новое медицинское оборудование. Рядом с сооружаемым объектом есть старый двухэтажный центр семейной медицины. В прошлом году здесь проводился капитальный ремонт. Была заменена плитка, проведена покраска, но безрезультатно. Стены осыпаются, условия оставляют желать лучшего. Но, несмотря на это, количество граждан, обратившихся в медучреждение, большое. В больнице прописано более 30 тысяч человек. Это здание было построено 80 лет назад. В августе 2022 года мы сделали полный капремонт. Несмотря на это, на стенах появляются трещины. Люди, разбирающиеся в строительстве, говорят, что это из-за того, что фундамент осел. Жоқ, негізі қандай десем, фундаменттен асадап береді. Вот уже почти 2 года, как закрыты двери дневного стационара возле здания группы семейной медицины. Причина в том, что он устарел и непригоден для использования. Это был наш дневной стационар. Если починить одну сторону, другая сторона рушится. Крыша протекает. В регионах также полным ходом идет строительство учреждений в сфере здравоохранения. Возьмем, к примеру, Баткен. В селе Самаркандек строится двухэтажная больница. На эти цели из личного фонда президента выделено 100 миллионов сомов. Строительные работы завершены на 90%. При поддержке президента в нашем селе строится современная больница. Ожидается, что она будет введена в эксплуатацию в ближайшее время. Мы этому очень рады. В случае ввода поликлиники в эксплуатацию, качественная и своевременная медицинская помощь будет оказана жителям и Аксайской, и Актатырской сельских управ, расположенных на одной границе с Самаркандеком. В нашей сельской управе проживает 13 500 человек, а больница сможет обслуживать 30 тысяч человек. Таким образом, после завершения строительства лечиться смогут не только жители нашего села, но и близлежащих населенных пунктов. Помимо больницы в Самаркандеке восстанавливается ряд медицинских учреждений в селах, пострадавших от прошлогодних пограничных инцидентов в Баткене. Строятся новые ФАПы.
В результате кыргызско-таджикского вооруженного конфликта в 2022 году пострадали 6 объектов здравоохранения и 1 машина скорой помощи. 4 из них были восстановлены. 1 объект скоро будет полностью отремонтирован. И вот-вот начнутся строительные работы объекта в селе Достук. Отметим, что строительство новых оздоровительных учреждений и ремонт старых зданий является приоритетной целью правительства. В этой связи во всех городах, районах и селах вводятся в строй новые больницы и учреждения. Проводятся ремонтно-восстановительные работы. Альбина Ибекова, Бекзат Машапов. Итоги недели.